Светлана Ивановна, здравствуйте. Ляховическая земля богата историко-культурными ценностями. Какое место занимает среди них костел святых Петра и Павла в Медведичах? Здравствуйте. Одно из значимых. Сегодня это памятник архитектуры, который создан в стиле эклектики. Костел построен по проекту польского архитектора Стефана Шиллера в 1908 году на возвышенности, намоленной еще с 15 века. И в строительстве храма принимали участие все жители деревни Медведичи, собрав около 60 тысяч рублей. На те времена это огромная сумма. Костел на деревне Медведичи стал местом паломничества, и парафия, в общем-то, выросла практически до 7 тысяч прихожан. Но кроме молитвы людей привлекал еще романтический звук органа. Светлана Ивановна, имеются ли сведения о том, как инструмент фирмы Петра Войцеховича появился в скромном селе Медведичи? В 1912 году парафию возглавлял ксенц Ян Эйсман. И именно по его инициативе, и, наверное, благодаря стараниям прихожан, в костеле появился новый орган известного мастера из Вильна Петра Войцеховича. И, конечно же, священнослужитель прекрасно понимал, что данное приобретение существенно повысит статус данного костела. В Беларуси предполагается наличие 8 органов фирмы Войцеховича. В чем уникальность инструментов этого мастера? Орган в костеле святых Петра и Павла в деревне Медведичи Ляховического района считается крупнейшим в Беларуси и построенным до Первой мировой войны. И среди всех исторических белорусских органов, которые в настоящее время находятся в отремонтированном концертном состоянии, это третий по числу регистров орган после Пинска и Мстибова. Наш инструмент с 2 клавиатурами и педалью на 17 регистров разместился сразу на 2 этажах костела. Он имеет 924 трубы, в принципе, размеры которых колеблются от нескольких сантиметров до 5 метров. В инструменте выявляется ряд характерных деталей, которые в Беларуси больше не встречаются ни у одного органного мастера. Наверное, высококачественные такие тембровые возможности инструмента и в сочетании с отличной акустикой костела делают данную площадку одной из лучших для аутентичного исполнения романтических произведений 19-20 веков. Органу более 100 лет. Как удалось инструменту сохраниться в хорошем концертном состоянии? Действительно, настоящие испытания выпали на долю костела святых Петра и Павла в годы Первой мировой войны, а также Великой Отечественной войны. К примеру, в 1914 году ксенза Яна призвали в армию, и костел из-за своего положения был передан советской армии как стратегически важный объект. Храм не единожды был под обстрелами, и прихожанам приходилось его сохранять и охранять. На защиту костела они выступали ежедневно. В те времена советское, вопреки религиозным гонениям, никогда не прекращались богослужения в костеле. И каждый прихожанин мог услышать звучание органа. Я считаю, немаловажную роль в сохранении данного уникального инструмента сыграло уважительное отношение как священнослужителей, так и самих прихожан. Недавно в костеле состоялся концерт с участием лучших органистов Беларуси. Планируется ли дальнейшая популяризация инструмента? Да, действительно, в июне 2020 года был запланирован международный фестиваль органной музыки. И мы хотели презентовать данный уникальный инструмент после ремонта. Были приглашены известные органисты России, Польши, Германии и Нидерланды. Однако ввиду объявленной в мире пандемии пришлось фестиваль отменить. Но выход из ситуации подсказал, и концерт плавно перешел в медиапространство. На сегодняшний день идет монтаж фильма об истории прихода, история органа и концерт органной музыки. И мы все очень надеемся, что в будущем году костел святых Петра и Павла станет площадкой, где, наверное, будет раскрыт не только орган как солирующий инструмент, но и как аккомпанирующий в исполнении лучших органистов мира. Но самое важное, что сегодня орган зазвучал на воскресных богослужениях. И, наверное, своим величием он смог наполнить каким-то новым содержанием туристический маршрут по культовым объектам Ляховического района. Светлана Ивановна, спасибо за разговор и желаем органу Медведичей долгой и благодарной жизни.